Здравствуйте, студенты многопрофильного медицинского колледжа Авиценна. С вами преподаватель по предмету патологическая анатомия Истаева Сарсенгуль Иргабековна. Тема занятий у нас воспалительные процессы в сердце. Цель занятий – изучить патологические изменения при воспалительных процессах сердца. Как мы знаем из анатомии, что сердце состоит из трех оболочек. Это внутренняя оболочка, это эндокардит, средняя оболочка это миокардит. И наружная оболочка это перикардит. Вот происходят воспалительные процессы нашего сердца. Здесь на мокром препарате видно, что наружная оболочка, средняя оболочка – это мышечная ткань, и внутренняя оболочка – это эндокард. Вот воспалительные процессы в сердце. Воспаление. Что такое воспаление? От латинского слова «инфламатия» – это защитно-приспособительный процесс нашего организма на патогенные факторы, вызывающие повреждение клеток, тканей и целого органа. Причины воспалительных процессов сердца – это инфекция, интоксикация. И поражает она здесь всю оболочку сердца. Значит, воспаление внутренней оболочкой. Вот у нас воспаление внутренней оболочки. Воспаление здесь идет внутренних оболочек. Это мы называем эндокардит. Воспаление распространяется на определенную часть, покрывающую клапаны сердца. Вот клапаны сердца, хорды сердца. И в основном поражаются клапаны сердца. Значит, клапаны эндокардит встречается чаще при эндокардите. Чаще поражает двусторонний клапан аппарата. Реже аортальные клапаны. Иногда правый отдел клапана сердца. Протекает эндокардит в двух фазах воспалительного процесса. Это альтерация, эксудация и пролиферация. Альтерация подвергается либо поверхностный клапан, вот поверхностный клапан образует здесь тромботические массы в виде бородавок или полипов. Вот у нас может быть вот бородавки, и вот у нас идет полипы, образуются. Это при альтернативном фазе воспалительного процесса. Эксудативные изменения заключаются в пропитывании клапанов плазмой крови в клетках. И здесь у нас может быть образоваться тромботическая масса. И идет поражение клапанов. Клапаны у нас набухают. Вот здесь, видите, клапаны идет набухание, и здесь идет у нас набухание. Но последствие может привести к склерозам, утолщением, деформацией и срастению створок клапана. Клапаны у нас сращиваются. Следующий у нас идет миокардит. Миокардит – это средний слой миокард. При воспалительных процессах мы ее называем миокардитом, воспаление миокарда. Вот на той рисунке у нас видны, видите, поражение миокарда. В развитии миокардита имеет инфекционное поражение мышцы,
мышцы, инфекционное поражение мышцы, вот, вирусами, вот у нас вирусами, бактериями, которые достигают стоком крови, то есть гематогенным путем доставляются вирусы к мышцам сердца. Протекает миокардит острый и хронический. Может быть воспалительный процесс альтернативного характера, эксудативного характера и продуктивного характера. При остром течении эксудативный и продуктивный миокардит может стать причиной острой сердечной недостаточности. В хроническом течении они приводят к диффузному кардиосклерозу, который может привести к хронической сердечной недостаточности. Перикардит – это уже наружная оболочка сердца. Вот у нас в норме идет сердце, а вот у нас перикардит. Это наружная оболочка сердца. Протекает у нас перикардит в двух видах. Это эксудативный перикардит и хронический сливчивый перикардит. Эксудативный перикардит сама протекает в форме серозного, фибринозного, гнойного и геморрагического характера. Серозный здесь идет при серозном перикардите. У нас идет жидкость, накапливается, видите, вот жидкость накапливается, жидкость серозного эксудата, которая при своевременном лечении она может рассасываться и без особых последствий может закончиться. Второй у нас вид идет фибринозный. Фибринозный, оно развивается при сильнейших интоксикациях. Это, например, при уремической заболевании, то есть при уремической коме, при инфаркте миокарда, при ревматизме, при туберкулезе, которые в полости перикарда скапливается фибринозный эксудат, то есть фибринозная жидкость. И на поверхности его листов появляются свертки фибрина в виде волосков, которые называются волосатое сердце. При организации фибринозного эксудата между листками у нас образуются плотные спайки. Объясняю. Организация – это когда у нас воспалительный процесс не рассасывается и сверху покрывается соединительной тканью. Образуется соединительная тканная капсула, которую мы называем спайками. Следующий у нас – это гнойный. Гнойный возникает при осложнениях воспалительных процессов в расположенных органах. Это может быть туберкулез легкого, это может быть средостение и при поражении лимфатических узлов, с которыми воспаление распространяется в перикард. Следующий у нас геморрагический перикардит развивается, она при метастазах рака сердца и могут привести к остановке сердца. Следующий вид, мы как сказали, это хронический слипчивый перикардит. Характеризуется эксудативно-продуктивным воспалением при туберкулезе, при ревматизме. Эксудат, как я вот сейчас сказала, оно не рассасывается, а подвергается к организации. Между листками образуются спайки, затем зарастает, склерозируется, сдавливает сердце, и у нас образуется
панцирное сердце. Вот к чему приводят воспалительные процессы сердца. На этом заканчивается лекция. Домашние задания, вопросы и литература, где вы можете дословно почитать и узнавать. Спасибо за внимание. До свидания.